Құрметті көрермендер, бүгін бізде жастар әдебиеті жобасы аясында кезекті қонағымыз Эльмира Карманова, Community қоғамдық қорының жетекшісі, төрайымы. Жалпы Community қоғамдық қоры жайлы біз қазір әңгімелесетін боламыз. Өйткені онда формалды емес оқу бойынша және де осы біздің Қазақстандағы алғашқы болып ауылдық елді мекендерге тегін кітаптар тарату жобасымен айналысқан үлкен жоба. Оған біз тоқталамыз, бірақ оған дейін енді біз жастар әдебиеті болғаннан кейін сізге сұрақтар қоямыз. Енді Эльмира ханым, мен білемін, сіз екі тілде екеніңізді, сондықтан біздің сұхбатта жалпы қазақша орысша араластырып сөйлей беруге рұқсатты мен бердім. Онда бір рахмет. Ешқандай да қысылмаңыз. Сәлем бердік. Біздің енді елде екі тілде де ақпарат ала беретін болғаннан кейін маңызды сіздің бізге беретін ақпаратыңыз. Енді қазақ тілде берсеңіз де, орыс тілде берсеңіз де өзіңіз білесіз. Жалпы менің сұрақтарым егер мысалға белгілі бір деңгейде түсініксіз болып жатса, енді олай болмайды деп ойлаймын. Орысша жауап бере беріңіз, ешқандай да мәселе жоқ. Сол бірден алдында келісіп жатқан, көрермендерге де айтып қойып жатқаным. Енді сұрағым, жалпы қазір біз жастар кітап оқымайды дейміз. Сондай бір мәселе бар. Ойбай, жастар кітап оқымайды, бәрі телефонға телміріп кеткен деп. Сол пікірге қосыласыз ба, қосылмайсыз ба? Если коротко ответить, читают. Если мы идем туда в эти дебри, то здесь очень важный момент, кто нас спрашивает. Например, мы же вот почти 7-8 лет занимаемся тем, что книги отправляем в села, и нам всегда говорят: ауылда кітап оқымайды ғой, балалар кітап оқымайды ғой. Но я считаю, что так говорят люди, которые либо сами не читают, либо в окружении у них тоже не читают. То есть у них свой какой-то такой мыльный пузырь. С другой стороны, я соглашусь, вот официальная статистика говорит, что в Казахстане 51% людей не читает книги вообще. При этом мы, конечно, стремимся и стать и культурной столицей чтения, как хочет это сделать Кисиков, да, господин Кисиков. Или мы говорим о том, что вот у нас будет такая библиотека, сякая, вот президентская скоро будет в Алмате строиться. Но это история про то, что мы должны понимать, что каждый третий ребенок в Казахстане, это другая статистика. Я же козерог, я буду сегодня как бы опираться на факты. Я тоже. Мен де тау ешкім ғой. 12 қаңтар сен? 28 желтоқсан. 4-ші. Ужас. Вот, целеустремленный, почему мы книги любим, да. И я поэтому говорю, вот есть такая статистика, что в Казахстане каждый третий ребенок, он не имеет доступа к книг дома. И мы должны, скорее всего, когда говорим о детях, там, читают они, не читают, подростки читают, не читают, давайте начнем. Наши ровесники читают или не читают? Потому что если мы не создаем среду и продолжаем в этом как бы находиться, то, конечно, доступа нет. Я скажу, опять же, через наш факт. Пандемия, если вы вспомните, была такая история, пандемия, да, и с нами связалась сельская школа, и вот в Узунагаш, это час езды отсюда, и мы туда поехали, и, короче говоря, я смотрю, у них вот так в школе места нет, где что-нибудь внеклассное делать, потому что школа на 800 человек рассчитана, а там 2500 учатся. Из чемежок, да, и ты захочешь что-то сделать, ничего не можешь. И я смотрю, рядом стоит заброшенное такое, как холодный склад они используют, такой небольшой дом, 5 комнат. Меня сразу на ней, он говорит, ну вот сейчас наш типа завхоз здесь склад делает. Я говорю, давайте 2 комнаты мы сами своими силами и начнем об этом рассказывать, приведем в порядок. Мы так и сделали, свет, тепло, все провели. И я смотрю, у них в школе валяются так стеллажи. Я должна сказать, мне кажется, я еще ко всему то, что козерог, я еще сценарист и режиссер, и поэтому я очень так смотрю, наблюдаю, о, никому стеллажи не надо. Я говорю, а что такое? Они говорят, ну вот они что-то лежат, то все. И я, значит, беру в наше помещение, эти стеллажи приношу. Они говорят, ну, типа, кітап без держок. Я говорю, ой, ничего страшного, в следующий раз я приеду на машине и привезу. И мы стали привозить. И там тоже такой был скептиз, типа, кітап керек жоқ, ешкім оқымайды, то все, да. Я хочу сказать, что, во-первых, мало того, что читают книги, все так дети обрадовались в этой школе. Мне другое еще поразило. Там девчонки, 8-9 класс, на тот момент, сейчас они уже выпустились, они стали делать книжные разные проекты, в том числе книгообмен, сами. Я ничего не делала. Я просто создала среду, стеллажи и книги привозила каждый раз. И тут все, и началось движ. Ол мынандай нәрсе сияқты ғой, мысалға көшеде қоқыс жәшігін қоймаса,
адамдар қоқыс тастай береді көрінген жерге. Кроме Японии. Ну, мысалға. Да. Я к тому, что в Японии вообще же нет, они в карман кладут, да. А вот мысалы қоқыс шашуға тұрса, адамдар автомат түрде үйренеді қоқысты сонда апаруға. Сол секілді жағдай жасап қойса, кітапхана ашып, кітапхананы бар қылып, бәрібір адамдар барады. Өте бір, сізді идеалист деп айтуға бола ма? Все так говорят. Онда сөйтіп айта берейік. Енді жаңа коммунити қоғамдық қорының жобаларына келсек, ең алдымен бізге түсіндіріп өтсеңіз, формалды және формалды емес білім беру деген не? Айтайын ба? Как мы объясняем просто? Садик, школа, университет – это формальные знания, хардскиллы в основном, которые вы получаете. Там, вы изучаете математику, биологию, вы понимаете что-то в инженерии и так далее. Но дальше такая история начинается, да, что коммуникация. Как вам коммуницировать? А все говорят, а если он интроверт, а если то, а если все. И здесь вот как раз вот эта неформальная, гибкая история очень нужна. Нужно, чтобы очень хорошо было развито не только там история, ладно, коммуникация, там финансовая грамотность, работа в команде и очень много различных, то, что называют сейчас soft skills, но пока вот Казахстан потихонечку двигается, вот есть hard skills и soft skills, мир скачет вперед, и на последних как раз экономических форумах уже обсуждает другие какие-то важные, да, тоже скиллы. Из последних мне очень нравится это self skills, да. Скиллы, которые нужно, вот сейчас же вы видите, да, все говорят, там, зумеры такие, зумеры сякие, а это вот как раз история, мы с вами должны продумать, какие же нам скиллы помогают не только там свои границы защищать, ну и как бы при этом быть счастливым, да, и это тоже очень важно. Почему я говорю про книги, и почему я считаю, что это очень важный момент? Мы за это время, ну, уже говорю, уже 7-8 лет развозим, в 7 областях мы сейчас работаем. Мы пришли к простой формуле, что вот книга, даже одна вот книга, она такой самый простой, самый легкий вход в самообразование для человека. И здесь очень важно, чтобы там, когда мы же не во все аулы возим, не потому что там мимис или еще что-то, да, а потому что там должен на входе быть человек, который также любит книги, как мы. Не надо не самозабвенно, но хотя бы просто понимать, бесплатные классные книги придут. Я здесь смогу сделать хорошую среду, дети будут приходить, да, такой движ и все такое. Поэтому для нас это был такой очень важный момент, вкладываться не в стены, вкладываться в возможности этой книги. И сейчас мы вот недавно провели, я не знаю, видели, не видели, мы конкурс сделали «Ктабжан». Да, и мы сделали такой, так как мы очень уважаем именно сообщество, и мы решили сделать следующее. Мы сказали, один библиотекарь и плюс один учитель или два учителя, они делают маленькую такую комьюнити людей, которые в своей школе хотят развивать чтение. У нас получилось сейчас 23 команды по всему Казахстану, в регионах. Я думаю, не стимус. Мы вот с сентября, начиная до конца мая, будем с ними работать каждый месяц. Призы, подарки, методички, разные методы. Вот вы знаете, когда ты начинаешь как бы воронку закручивать, и в этот момент начинают какие-то разные такие нюансы происходить. Из-за моей общительности, ну это понятно, что я, да, человек общительный, мы в прошлом году на Think Tank форуме познакомились с ребятами, социологами из Кыргызстана. И они сейчас со мной связались, они говорят, слушай, у нас есть такое исследование, апробированное, 2 нобелевских лауреата, более 20 лет, и в Индии вот начали такой движ делать, чтобы дети не просто читали, а вот этот процент того, что они понимают, рос. И вот их работа с 1 по 4 класс делает следующие результаты от 24 до 30%. Получается и академическая, короче, успеваемость, математика поднимается через чтение, вот они работают. И у них очень простые методы. Давайте, говорит, в Казахстане, может, в Алмате протестим. И я вот хочу это соединить вместе с этим комьюнити, где библиотекарь, очень вдумчивый, активный учитель. Я хочу соединить вот эти элементы. И у нас в последнее время любой наш проект заканчивается чем-то практичным. Мы либо вот делали проектом по одному гранту, закончился это каталогом социальных предпринимателей, да, много лет назад, до всех инициатив других людей. Потом мы делали исследования, да, там самоопределение ребят, это вот как раз получилось на пандемии вместе с Дипмиссией США. Вот это в руках, это уже, по-моему, 3-е издание нашей книги «Практикум по созданию сообщества Орысша Казахша». Это я, кстати, дарю
ребятам, да, вы можете разыграть как-то и вот получит... Мы себе оставим. Что нам разыгрывать? Включим на сайт. Ладно. Еще я могу ссылку дать, где можно бесплатно эту книгу скачать. Да, это вот как раз история про то, что тоже у нас был грант, и мы хотели, чтобы ребята, которые не попали в основную программу, смогли эти книги скачать и делать там условно в Павлодаре там, или в Атырау, куда далеко летать. Из-за этого же очень высокий получается. Ну, такой грант должен быть очень там, большое финансовое вложение. Мы постоянно что-то так инициируем, придумаем, как охватить всех. Вот сейчас мы хотим через создание профессионального комьюнити библиотекарей, мы очень хотим как раз не просто поддерживать тех, кто в школах, в регионах делает какие-то, да, поближе ко мне. Надеюсь, жена вас не будет ругать. Я же мен андай адамдардың жеке кеңістігін сыйлаймын да. Да, нет. Кейде қатты кіріп кетуі мүмкін бе? Да, нет, мы должны вот так в конце быть. Вот, и, короче говоря, я думаю, через, какая задумка? Через это комьюнити библиотекарей, через работу с нашими ребятами с Центральной Азии, социологами, я надеюсь, что мы сделаем не только методички, но вообще большая мечта, может, как раз, естественно, на подкасте обсудим и вместе сделаем. Допустим, следующей весной в Алмате сделать симпозиум, не форум, а именно такое узкоспециализированное мероприятие только для библиотекарей. И такое, знаете, с геймификацией. Не просто все пришли и отчитались, нет, чтобы они пришли и кайфанули. И чтобы они следующего года ждали. Вот такая мысль. Біздің кітапханашыларға кайфовать ету керек, өйткені жұмыстары ауыр, сосын. Ауыр емес, күшті, бірақ зарплата кішкентай. Иә, сол айтып тұрғаным андай, жұмысының энергиясымен оған қайтарым айлықтары тең емес бір-біріне. Сондықтан андай өмірден қатты толыққанды кайфаламайтын секілді көрінеді маған. Олай емес болуы да мүмкін енді. Жақсы. А мы должны, знаете, как сделать? На симпозиуме разыграть там 10 призов по миллиону, например, еще чуть. Вот, в общем, я хочу сильно подготовиться. Өте жақсы идея. Ол үшін біздің жаңағы қалалық әкімшілікке шығу керек сияқты. Ондай нәрсені қолдайтын сияқты, мен ойымша. Өйткені кітап оқу оқушылар ұлт концепциясы басталды қазір. Давайте выйдем и напишем. Жақсы, жазайық. Біздің осы бағдарламаны пайдаланып отырып дейді. Давайте этот кусочек вырежем и отправим. Менде сұрақ, енді сіз осындай кітап тарату жалпы басқаларды оқысын, білсін деген ниетпен жүрсіз ғой. Енді ондай ниеттегі адамның өзі де кітап оқиды деген ойдамын. Иә, содан шығады ғой бәрі. Жалпы қандай шығармаларды оқыған ұнайды, қандай жанрдағы, қазақ әдебиетінен қандай жазушыларды оқығанын ұнатасыз, әлем әдебиеті болсын, сол жайында. Вот вы вся в самое сердце своим вопросом попали. И у меня сейчас на рабочем столе я начала читать Сакен Сейфуллина биографию, потому что я поймала себя на мысли, я вот говорю, как миллениал, не знаю, или просто как вот, как называется это, паркетные казахи, да, что я очень мало знаю о именно представителях казахской литературы. Я как бы в общих чертах, но так, чтобы вот прям вчиталась. Ну, понятно, что вот мы все знаем Абая, я фанат Шухана Валиханова, у меня все книги есть о нем. И редкие, и нередкие все. А вот так, чтобы изучать более глубинно, с этим я вот мне 45, я сейчас столкнулась. Если говорить в целом, я очень люблю читать. И дело в том, что в 30 где-то с хвостиком я узнала, что у меня дислексия. Если вдруг вы не знаете, прогуглите, пожалуйста. Дислексия деген әріптерді қате орындан шатастырып оқу. Я. И я об этом узнала, и оказалось, что все мои проблемы там в первом классе, когда мы начали азбуку читать, у меня мама, помню, такая очень добрая женщина, так психовала из-за того, что я не читала там Вова, мой вратарь, да. И когда она там 3-й час не может, чтобы я прочитала правильное слово, а оказалось, что у меня дислексия. Әке шешеміз андай таяқ бен ұстайтын педагогтар еді ғой үйде. Она при этом очень добрая. Макаренко. Да, вот. А самая интересная история, что оказывается, самая эффективная работа с дислексией – это читать больше литературы. А тут получилось 90-е, Архалық, Тургайская область, да, и это бандитский город, открытая тюрьма, все дела, меня не пускают никуда. Я читаю книги, по 4 книги в неделю, и оказалось, что вот этот большой поток книг и букв, он раз и решил эту проблему. Теперь по поводу, что я любила. Я как раньше любила и сейчас, это детективы, фантастика.
Я, например, так сожалею, я вот в детстве читала Кира Булычева, там, ну, много кого из фантастов, да, но я не читала Беляева в детстве. Я столкнулась с этим, вот у меня дети стали подрастать. И мы Человек-амфибия, да? И мы начали покупать, все скупили, и теперь вот читать начали. Но что-то у нас сейчас перерыв, они вот за кадром, я вот хочу агитировать дальше читать Беляева. И, кстати говоря, по поводу чтения детей, если вы дома читаете, 100% ваши дети будут читать. Ну, по крайней мере, их заинтересует, потому что дома много книг у вас и так далее. Вот за кадром моя старшая дочь, она не просто полюбила читать, это вопрос, если вдруг есть, пользуясь случаем, хочу рассказать. Вот, мне кажется, ей надо клуб сделать Терри Пратчетта. Она собрала все его книги, кроме одной. Брктабжоп. Қандай? Это «Наука плоского мира», книга номер 1. А вот у нее 2 и 3 все есть, а этого нет. Мен Пратчеттен «Благие знамения» оқыдым. Кіммен бірге жазған? Нил Гейманмен бірге. Анау өзі Пратчетт өзі британдық әзілмен әдебиетші да, Нил Гейман жақсы комиксші. Яғни комикстік историялар жақсы жазады. Жаңағы DC деген, Marvel деген нелерге комикстер жазған. Кезінде өте мықты жазушылардың бірі. Өте қызық екен талғамы. Дегенде Терри Пратчетті жинап жүрсе. Енді ол, мысалы, балаға әдебиет оқытуға келсек, сіз қандай методика пайдаландыңыз? Немесе жай ғана үйде кітаптар болды, содан кейін балалар оқып кетті ма? Әлде ағылшындардың мақалы бар ғой, балаңды тәрбиелеме, өзің тәрбиеле, балаң саған қарап өседі деп. Это все очень правда и верно. Я единственное могу сказать, у нас там такая была история, нет худа без добра же. В 11 месяцев врач сказал, что... Можно, да, это скажу? Да? Это я разрешение у старшей дочери спрашиваю. В 11 месяцев пришел врач, очень крутой, в Алмате была очень модный психоневролог, и она сказала, у меня ребенок будет отставать в развитии. И она сказала, каждый день вот это делайте, то. И я еще каждый день ей читала. То есть в какой-то момент, ей было чуть больше года, вот представляете, мы одни и те же книги читаем, и особенно вот эти, есть такие детские, не сказки, а стишки. Когда ты читаешь, вот и она в какой-то момент последнее слово повторяет с тобой вместе, потом весь стих. И в какой-то момент, там, Шадюкин, моей старшей дочери, было там годик-два, она стоит Бродского читает, там это, и все такие родственники. Не, мы круче, мы редкие находили специально, да, у Пушкина тоже находили редкие. Вот, и мне кажется, вот эта история, у меня как будто не было выбора не полюбить чтение. Вот, но, если честно, мне кажется, если вдруг вы пропустили этот момент, когда они, даже годика им не было детям, и в их жизни появились книги, тогда, скорее всего, самый практичный, я считаю, совет – посмотреть, что ребенок любит. Любит футбол, все, покупайте ему книги с футболом. Любит динозавров, все книги динозавров. Любит пиратов, все книги про пиратов. Потому что через его увлечение вы как раз показываете этот мир. И самое главное, мне кажется, я не знаю, каждую вашу программу, скорее всего, это будут люди говорить, но читать это не просто важно, а гиперважно, во-первых, до 25 лет, потому что у вас формируется все здесь, да? Это нейронные связи важны. И обязательно потом тоже надо читать, потому что в какой-то момент, сейчас если вы посмотрите, все болезни, связанные вот как раз с головой, они все помолодели. И я считаю, что если вы даже разлюбили, обязательно полюбите обратно читать к 40. Но давайте договоримся, читать там телефоне какие-то, не знаю, Facebook посты, это ничто. Книги. Это просто, мы читаем новости или как бы усеки. Басқа классификация жоқ қой Фейсбукта, басқа жерде отыратын. Бізде 10-шы тамыз Абай Құнанбаевтың туған күні ғой, Абайдың туған күні. Ал енді Абай деген біздің қазақ әдебиеті үшін бір үлкен тұлға ғой. Жалпы Абайдың шығармашылығымен таныссыз ба? Я знаю, что он вдохновил же алашардинцев. Да. И это большая история, то, как, мне кажется, в степи люди, которые были ученые, которые были начитаны, которые продвигали вот этот гуманизм, они как-то вот находили друг друга, становились единомышленником, и таким образом вот это все двигалось. Я сейчас это скажу, это важно для меня. Вот у меня есть в регионах очень разные много ребят, которые, в том числе, например, из города переехали в аул,
и там преподают детям, чтобы у сельских детей были лучшие условия. И как-то вот в такой классной беседе, как с вами, один мой хороший знакомый сказал: а вы понимаете, что у лошардинцев ничего не получилось? Я такая застыла, потому что я под этим углом никогда о них не думала. И получается, это же сила в том числе книг, то, что информация, которая там, условно в репрессивное время, да, там, исчезала. Вот вы как раз говорите, я хотела сказать, что мало того, что его творчество, но и творчество лошардинцев, они же печатали, продавали, и в степи люди покупали, и за счет этого все это движение, ну, то есть монетизировалось и поддерживалось. Оларға саясатпен айналысуға тыйым салады ғой. Кеңес үкіметі бар, басқа бар, барлығы партия тыйым салады. Сепарация деген секілді алаш бөлініп жатыр деп. Олар енді ары қарай елмен жұмысты қамтамасыз етейін десе, заңсыз сөйтіп те кітап жаза бастайды, сіз айтқандай. Мысалы, Мағжан Жұмабаев психология жазады, Міржақып Дулат педагогика деген секілді, енді мен шатасуым мүмкін қазір. Сондай әрқайсысы өзіне бір-бір саланы бөліп алады да сөйтіп жазады. Сәкен Сейфуллин бар, басқа бар. Ең болмаса біз халықтың көзін солай ашайық деп. Сондықтан бір өздерінің дегеніне жеткен секілді деп ойлаймын. Бірақ дегенмен де кеңес үкіметі толыққанды күшіне енгеннен кейін сол атын өшіруге тырысты ғой барлық адамдардың. Бірақ ол да тарихтың еншісі. Бәрібір мемлекет, жастар ізденіп, бәрібір өзінің тарихын зерттеп алатын секілді деп ойлаймын. Енді сізге тағы да бір сұрағым бар. Пока далеко не ушли, по поводу кочевой культуры и поддержки финансирования. Мы сейчас должны понимать, что все нуждается в финансировании, потому что без этого очень сложно. И когда все там рассуждают, а я как фанат просто кочевой культуры хочу напомнить, что первые школы в степи были созданы и проспонсированы именно кочевниками. Они в этом увидели пользу, да, и стали. Я была в Кустанае, и, естественно, я повела свою подругу, близкую учительницу, завуча, в музей Алтансарина, и там экскурсоводы спрашивают: а вот знаменитый факт, что первые школы для девочек он открыл в степи. Вы мне скажите, как он уговорил казахов отдать своих дочек? И она говорит: вы знаете, вы первый, кто спрашивает, да это правда. Первые полгода казашки не ходили. Я говорю: хорошо, почему полгода? Она говорит: потому что вот вы же знаете, да, когда крепостное право отменили, они как бы без земли остались, и вот эти царской России люди приехали, в общем, они начали потихоньку жить в степи, и они своих дочек в эти школы стали отдавать. И получается, кочевники посмотрели, увидели, насколько это важно и полезно, и просто тоже... И вот этот факт просто всегда мы замалчиваем. Но мы говорим: вот он первый открывал. А как он это сделал? Потому что посмотрите сейчас, насколько ущемляется, да, вот, там, не знаю, не то что женщина в Казахстане, да, вот эти все истории про 400 жертв бытового насилия ежегодно, но я имею в виду, что вот девочки, надо и учиться, не надо. Вот такие же стали вопросы поднимать. Я бізде оған байланысты енді ата-аналардың өзінің стереотипі бар. Мысалға, мен де бәріне жала жаппаймын, бірақ дегенмен мен шыққан қалада ата-аналар өзінің қыздарын медициналық колледжге береді. Ең болмаса сен ата енеңе укол салу керек. Мысалға, былай алып қарасақ, қазақ зиялыларының өзі әйелдердің қоғамдағы рөлін өте қатты бағалаған соншалық, қазақ тіліндегі алғашқы роман Бақытсыз жамал деген, ол былайынша феминистік ағында жазылған. Яғни әйел тағдырын көрсеткен Бақытсыз жамал қазақ тілінде алғашқы роман, және ең алғашқы сол феминистік роман деп те айтуға болады. Өйткені ішінде басты кейіпкері Жамал, оның тағдыры, оның тағдырының тек сынып қалмай бір еркектің құтқаруын күткен жоқ, өз тағдырына күресіп, өзінің бақытсыздығы мен бақытына өзі қол жеткізді. Сондай бір жақсы бір посыл бар ішінде. Я давно хочу написать пост про роли женщины в степи, что не может безмолвная, покорная женщина, вот так вот он поскакал с джунгарами, а она такая сидит, да, там старики, дети, она сидит. Нет, казахская женщина не такая же была, да. Ну вот, и вот это, я говорю, в этом плане я всегда прикалываюсь, что казахстанские мужчины, значит, в 21 веке находясь, рассуждают, там, не знаю, про чат GPT, там, про какие-то iPhone,
законы и так далее, а почему-то казахская женщина на 150 лет назад должна сидеть. Вот это мне всегда не нравится. Может быть, опять же, я всегда говорю, это из-за того, что у меня 2 дочери, у меня нет шансов не быть такой активной в этой истории. Патриархалды қоғамның сондай бір идеологиясы ғой, әйел адамдардың рөлін кемсіту деген секілді. Мен түсінбеймін, ондай ер адамдарды, әйелдерді кемсітетін. Сен өзің әйелден туылғансың ғой. Сен әйелден туыла отырып, сен қалай әйел адамды кемсітесің? Енді мен қазір бір опай жинап жатқан сияқты көрінемін ғой, бірақ мен әйелімнен қорқамын, бірде айтып қояйын. Да. Green flag, да? Қазір айтады ғой. Бірақ шыны келгенде, бірақ отбасында, мысалы, менен қарағанда әйелім азырақ оқиды. Мен кітапты көбірек оқимын. Мысалға, бір семьялар бар, әйелі көбірек оқып, күйеуі мүлде оқымайды. Ол сондай бір енді ол мысалы кітап оқыған сені автоматты түрде ақылды гений қылмайды. Кітап оқымаған сені сауатсыз немесе ақымақ қылмайды. Кітап оқыған кейбір кезде сенің сөз байлығыңды, сенің скиллдарыңды, сенің белгілі ақпараттанғаныңды ол дәлелдейді, көрсетеді. Бірақ оны кейбір кітап оқымай да жетіп жатады. Сондықтан адами қасиеттің әсері зор да. Енді менің сұрағым, мына ауылдық мектептерге кітап тарату идеясы қайдан пайда болды? Вот, да, вот начиная с этой истории, первый раз мы столкнулись в Узунагаш, когда все сказали, это бестолковая мысль, потому что ауылда балалар оқымайды, керек жоқ. В итоге выяснилось, что книги нужны, первое. Второе, мы увидели, что за деньги книги в аул не попадут, то есть они сами заказывать не могут и так далее. И тогда мы увидели, что, например, мы можем сами, вот у нас дома есть книги, которые мы не читаем, собрать с друзьями и отвезти. Мы сначала так и делали. Первое время это было больше порыв наш, а потом, так как, опять же, я говорю, я козерог, я подумала, как мы системно могли бы это делать. И сейчас мы каждый месяц собираем на городских мероприятиях книги, потом их сортируем. У нас за это время там, появились там, партнеры, единомышленники, друзья. У нас есть классный друг Азамат, который помогает всегда нам с книгами. У нас есть классные ребята, которые занимаются, например, как называется, когда логистика и вот транспортировка. Да, транспортировка, и у них еще есть машины. Классно. И вот да, и вот по поводу этого они нам вот если по области, вот Миржан вместе съездит. Миржан это мой партнер, директор нашего фонда Community Plus. Вот и получается, что вот потихонечку вот эта очень простая, очень четкая идея, она единомышленников собирает. И следующий мой шаг, я считаю, уже супер давно. Я бы очень хотела, чтобы у нас было книжное пространство, куда люди в любое время могли приносить книги, тут же брать. Но пока эта идея не находит поддержки ни среди бизнесменов, ни среди чиновников. Но я надеюсь как-то достучаться. Я уже недавно думала, может быть, там президент обратиться. Сказать, мы друг с другом поймем, потому что... Да, мы можем этот вопрос просто рассмотреть и какие-то меры законные принять. Мы можем попросить под доверительное управление помещения. И маленькое такое. Я думаю, что в Алмате такое помещение найдется. То есть... Ну, мы надеемся, но так 7-8 лет ходим. Мысалы, қазір енді кітап шығаратын. Сөздің аузында. Есть фильм «Звездные войны». Там, какая часть? У меня вот дочка фанатка. «Звездные войны», есть спин-офф, называется «Изгой». И там один персонаж говорит, Андор, персонаж Андор, он говорит другому персонажу, чем живут восстания? И она, чем же? И он отвечает, надеждами. То есть это и отсылка на новую надежду, ну и вообще в целом, что надежда умирает последней. И то, что вы надеетесь 7-8 лет, возможно, в этом году эта надежда оправдает себя. Поэтому я давайте мы попробуем это. Юбилей все-таки, я думаю, фонда. Организовать. Да. Так что книжные черви и все книжные любители живут надеждами. Я Жанар. Мне енді Алматыда қазір кітап сататын дүкендер, баспалар көп қой. Меломан, солар ашып көрген жоқсыздар ма? Мы писали. Ребята знают, мы уже год с ними переписываемся. Потом же они там продавались, то все, поэтому все это. Кстати говоря, вы говорите много. Вы знаете же, у нас вот эти независимо маленькие закрылись же. Это большая беда. Я дружу с ребятами, которые в СНГ развивают вот это направление, независимые книжные магазины. Я дикий фанат этой истории. Я когда говорю книжное пространство, я в том числе думаю, что оно должно быть независимым. И в том числе финансово. Мы не должны на дотации ничего быть. Мы уже придумали целую программу, что мы могли бы делать и так далее. Я консультирую другие пространства. Ну, вы знаете, как фонд мы все время в работе и так далее. А вот свое пространство мы его содержали.
Но вот сначала была пандемия, потом была вот эта история с релокацией. В общем, начала аренда дорожать просто как на дрожжах в два раза, и потом уже мы как фонд не осилили. Поэтому это, конечно, история. Просто я один раз даже помню, пост написала, ну вдруг у вас есть пространство, а вы ничего с ним не делаете. Может быть, мы. Вообще, знаете, если говорить, если говорить про мечты, да, и по поводу надежды, у меня была дикая идея, я ее сейчас озвучу, потому что она почти неосуществимая, но говорят, что, ну, может, мы, когда это проговорим, кто-то увидит и позвонит, скажет, Эльмира, ладно, давай. Есть мир фантазии Ая на Абая. Там стоит этот американский горки, не работает уже несколько лет. И я считаю, что вот там идеальное место создать центр притяжения. И вот там не только книжное, не только пространство, где, например, ребята профориентация. Я обязательно еще Да. Вот, не только там профориентация, но еще самая большая моя мечта, из-за того, что я работаю с регионами, что в этом центре, в том числе, мы работали с ребятами, которые с аулов приехали. Адаптация сельской молодежи. Я постоянно об этом говорю на всех собраниях городских. Мне кажется, уже все думают, что я это такой же чуть-чуть городской сумасшедший. Но я считаю, я считаю, что вот эта история, когда город был, и он рассчитан на 700 же тысяч человек, и тогда вот эта адаптация, она была такая, ну, естественная. А сейчас, когда он почти, да, там за 2 с чем-то миллиона, город не успевает, и поэтому вот эти истории про там, небезопасный город стал, что очень много разных криминальных историй. Вы знаете, что в Алмате, вообще в целом, конечно, в Казахстане, но в Алмате официально, а мы с вами знаем, что такое, да, статистика, официально прокуратура отчитала, что на 17% поднялась преступность среди молодежи. Поэтому я считаю, что все программы должны быть не для галочки, и я об этом тоже говорю Азизу в управлении молодежной политики города Алматы. Я считаю, что это должны быть программы, которые должны быть очень горизонтально выстроены. И если что, я вот здесь в этом хочу, может быть, мы за кадром обсудим. Есть такая прекрасная программа в Америке, в 90-е она сформировалась, называется «Автоскул Альянс». Прогуглите, пожалуйста. Я хочу, чтобы вы также вдохновились, как и я. Это история, когда разные инициативы в какой-то момент, услышав друг друга, стали собираться, и они как раз делали программы, проекты, разные вещи для подростков, в том числе с какой-то криминальной историей, после обеда, когда совершались в основном эти преступности и преступления, да, и в основном это как раз история про качественный досуг. Не который мы с вами придумали, потому что нам с вами кажется, надо СММ их учить, или надо вот этому учить. Нет, а вот как раз ты общаешься и понимаешь их интерес. Но я не ответила на ваш вопрос. Я думаю, вот я не сильно большой фанат Абая, я очень уважаю именно его влияние. Мы, конечно же, все Тойда Барганда, да, песни все поем. Вот, Харсёс, я считаю, что это вечная история. Я даже был подкаст, Шада мне сейчас напомнит, вечно ноющий подкасте. Это как его зовут? Он всегда плачет. Он в Алмате выступал. Он как раз рассказывал, как он влюбился в слова созидания Абая, и у него там есть целое выступление, найду про это, я вам покажу. То есть это не только уже наше достояние, но и люди, кто, если переведенные на разные языки, они вдохновляются. Вот. В целом я понимаю его влияние, но больше мне, знаете, история Абая больше нравится через историю его бабушки. Да, потому что вот он, Шухан Балиханов, и там известные ханы, да, у которых рядом были очень мудрые женщины, и это очень сильно повлияло на их какое-то становление и так далее, на то, что они говорили, делали, вот. Как будто не хватает нам, знаете, такой книги. Не типа женщина такая в придачу, а вот сама по себе. Өте дұрыс ой айтып тұрсыз, өйткені ананың ақ сүтімен деп айтады ғой енді. Бізде кез келген бала өседі деп, сосын Зере мен анасы Ұлжанның рөлі айтылады. Шынымен де, бірақ олардың көзқарасымен жазылған ештеңе жоқ екен шынымен де. Абай жолында енді айтылады, бірақ көбінде акцентті... А может просто не сохранилось, білмейміз ғой. Бірақ енді шынымен де әже мен ананың рөлі қазақтың қоғамында, жалпы әлемдік деңгейде де ол маңызды. Ну, Пушкина тоже же. Енді
бізде Абай Пушкинді көп неғылған ғой, Пушкинді өзінің пірі ретінде қараған. Енді бізде осы жалпы біздің сұхбатты қорытындылай біздің көрермендерге, жастарға қандай кеңес бересіз кітапқа қатысты? Не оқысын, не оқымасын? Болмаса, жастар міндетті түрде мынаны оқыңдар деп қандай нәрсе айтасыз? Мы пока к вам шли, мы в такси спорили с дочками, потому что я не скажу, что я там фанат чата GPT, но, по крайней мере, из-за того, что я работаю на нескольких проектах, там, веду, консультирую, мне очень сильно помогает. Он как такой секретарь, я там стою в 5-6 утра, говорю, вот этот проект давай поймем, что там, какие у нас западают вещи. Мои дочери вообще не уважают ИИ. И считает, что искусство погибнет, потому что люди слишком увлечены. И это такой камень преткновения наш второй день, с ними спор. И в этом плане, конечно, мне очень интересно наблюдать, что молодые люди говорят и делают. Я мягко подхожу к тому, что сейчас ужасная история, если книги написаны полностью, настолько, что какая-то вот вся эта история. Я не знаю, вы видели последнюю новость, которая будоражит мир, что вот эти лаборатории яичные скупают редкие книги, знаете, да, оптом, букинистов в Европе, и берут их, получается, вот так вот, все это снимают, потом быстрый скан и уничтожают книгу. Представляете, она единственная. И по закону ты имеешь право такое делать, если, допустим, ты говоришь, вот из этого формата, это единственный экземпляр какой-то книги, перейдет в электронный. И таким образом у них началась эта история, что, получается, искусственный интеллект, получается, сам себя начал копировать, и ему нужны новые, да, знания, новая какая-то информация. И теперь вот новые книги, старые книги редкие, оптом скупаются, и это знание закидывается. И здесь начинается полемика, имеем ли мы право уничтожать последние, да, такие бумажные версии книг или нет, и так далее. Это по поводу, что мы читаем, что мы не читаем. Я стараюсь, пока только в процессе размышлений, у меня нет готового ответа, но мне кажется, что мы находимся в той точке, как находились люди, когда появились заводы. Когда рабочие, у которых отнимали же, они станки, когда появились, да, они приходили, там ломали их и так далее, очень сильно переживали. Вот эта перестройка человеку всегда сложно дается, изменения всегда очень сложно дается. Поэтому я в процессе еще понимания, и мне кажется, 100%, я просто фанат бумажных книг, но я вижу очень много сейчас, люди говорят, это так неудобно, это не экологично, давайте вот электронные книги читать. Поэтому я бы сказала так, что сейчас примерно вот в этой точке, летом 26-го, что я думаю по этому поводу. Мы же все время эволюционируем, но мне хочется думать, что эти люди эволюционируют. Вот. Я думаю, что читать было бы здорово, бумажные, электронные книги, это окей. 100% я всегда агитирую за чтение художественной литературы в последнее время. Объемная должна быть, это не должна быть какая-то коротенькая история. Если очень часто мне говорят, я такой практичный, я люблю только вот какие-то такие, допустим, мотивационные книги, да, назовем их так. Это тоже хорошая история, но я надеюсь, что вы в какой-то момент насытитесь и начнете читать художественную литературу. Ничего лучше классики нету. Да. Нельзя классику. Не зря классику называют классикой. Насчет и хочу добавить 5 копеек. Да, давайте. Как говорил Тони Старк, не можем ходить, будем бегать. Если человечество придумало что-то, что развивает ее как вид, то наша задача адаптироваться. И то, что ИИ убивает творчество, да, я согласен, но ИИ облегчает работу в других сферах. На то человек, чтобы использовать ИИ как вспомогательный инструмент. Это как с автоматом. Либо ты защищаешься, либо ты нападаешь. В каком случае ты правильно используешь, это решаешь ты, но не автомат. Да, автомат это, конечно, такая очень в современном мире такая очень сложная история. Но я, знаете, больше всегда вспоминаю, когда разговор в каких-то с друзьями заходит, я всегда вспоминаю этот кадр и этот диалог из фильма «Москва слезам не верит». Когда он пришел, и в начале фильма же показывают, вот он пришел, он говорит, будет телевидение, останется только телевидение, ничего не будет, театров, книг, ничего не будет. И она говорит, и они такие начинают говорить, ну нет, ну что вы, ну вот театры же, да.
И когда такая же история, он своей дочери рассказывает. Он говорит, вот, ничего не будет. И она говорит, вы что? Да, и этот спор, он вечный, мне кажется. Единственное, чего я боюсь всегда, я боюсь самодуров у власти. Потому что в соседней республике как-то глава государства сказал, балет, что такое балет? Я не понимаю балет. И запретил балет. И я в этом плане очень хотела бы, чтобы все-таки книголюбов было больше. Да, конечно. И чтобы мы в этом плане, не знаю, тихая ли революция будет, шумная ли будет. Но я вообще, знаете, что в последнее время, если говорить про революцию, я поняла, что это должно быть супер модно. На Западе есть такое понятие книжный стилист, если что. У нас, конечно, такого еще нету, но вот вы понимаете, да, что он делает? Нет? Он, например, это же все инфоповоды. Инфоповоды это всегда для суперзвезд, там, селебрити, это всегда повод деньги. И, например, сериал новый снимается или фильм, и Сара Джессика Паркер несет книгу. И все, что за книга? Ах, ничего себе, да, и они все таки и начинается вот эта история. Например, давайте, вот я не знаю, время у вас как-то заканчивается, но я, даже если это конец, хочу сказать напоследок не про книги, читайте книги, точка. Я хочу вам сказать про влияние селебрити на книжную индустрию. У нас в Алмате это не развито, и в Казахстане не развито. Я так хочу создать клуб единомышленников, давайте мы его начнем создавать. Может быть, я сюда пришла ради этого. Короче говоря, например, известная история с Рене Зельвегер, знаете, да? Да. Она создала вот эту рубрику про то, что она рассказывает книги. Какие-то новые, неизвестные авторы, она рассказывает. Она их читает. Из-за того, что у нее этот популярный вот этот блог. Это Риз Уизерспун. Да, Риз Уизерспун, да. Она, короче, берет, ей дарят первый экземпляр. Она, когда читает, видит, что это потенциально крутая книга, сценарий будет мощный, она берет и сразу, как продюсер, покупает. Да. Это так была история с этой. «Большая маленькая ложь» сериал. Да, точно так же было. Вот. И при этом, если она в своем блоге, даже если она, допустим, почитала вашу книгу, вдохновилась, но не купила у вас права, но она прочитала, рассказала, все, продажи бешеные. Солдат. Да. И вот в этом плане я очень хочу, чтобы вот эта ниша, она заполнялась. Но не потому что, знаете, не как вот эта палка-ляй, что была история. Мен үнемі таныс модельдеріме айтамын, аудиториясы үлкен. Аптасына бір рет стористеріңе кітап сала салыңызшы. Өйткені сендерді қанша адам көреді, оқып кетуі мүмкін. Олар олай жасамайды. Өйткені олардың өзі оқымайды да, сол өзі қызықпайды. Кейбіреулер, көбісі. Сондықтан енді, кітапты барынша насихаттайық, өте дұрыс айтып жатсыз. Мне кажется, если мы будем, да, вот эту культуру поддерживать, вот всегда же, я не знаю, недавно вот завирусилось, что наш президент очень классно на английском там рассказывает и так далее. Но мне больше нравится история, что наш президент очень любит читать, и вот эти вы все короткие какие-то юморные зарисовки про книги мне тоже очень нравится. Я бы даже такие футболки делала, ходила в Ахурду, если меня позвали. Вот, в Бабеля. Да, позовите меня. Вот, я к чему хочу сказать. Мне кажется, вот эта культура важна. Что мы с фондом хотим делать? Мы как раз, вот то, что вы говорите, с известными людьми сделаем сейчас рубрику про то, какие книги они рекомендуют подросткам читать. Потому что, вы знаете, мы это исследование хотели сделать, не такое получилось поверхностное, но вот сколько у нас, человек 20 больше отснялось в этой рубрике. И в основном, когда они стали рассказывать про книгу, которая им нравится, с подросткового периода, или автор, который им нравится, вдруг выясняется, это повлияло на их работу. Да. Алишер Эликбаев рассказывает, я любил Жюль Верна, в ауле читал, я мысленно путешествовал. Он говорит, скоро будет страна номер 100. Которую я посещаю. И таких много историй. Миржан рассказывает, я вот «Гражданин галактики» читал. И мне так эта тема по поводу справедливости зашла. И вот я сейчас в МПО-секторе, да. И мне кажется, это очень важно. Но единственное, родителей я всегда прошу, не насильственным способом, пожалуйста. Не то, что там сами читайте. Приводите в среду, и здесь тогда мы должны, как общественники, работать так, чтобы появились в школах такие нетоксичные вещи, чтобы появились в парках. Я так обожаю, вы видели, нет, в Европе есть такие фестивали. Представляете, такие на пледах огромное количество людей, несколько сотен людей, ничего не делают, такой тихий фестиваль, они просто читают. И есть такие завтраки. И я всегда, почему мы такое не сделаем, да? И вот такая история про то, что
чтение можно сделать не только модным, полезным, но и просто формы должны быть разные. Мы как-то делали несколько лет назад, мои дети за кадром не дадут соврать, я так это хотела, умирала. Я увидела, как в Москве и в нескольких городах Европы завершилась тема, когда дети, которые не любят читать, они стали приходить, допустим, там, в ресторан или какое-то пространство классное, и там есть собаки спокойные. И там ты в очередь стоишь, записываешься, прям даже, может, деньги платишь, я не знаю. И, короче, ребенок читает. И это так мощно повлияло на эту всю историю. И мы решили протестить. И 1 июня, 2 или 3 года назад, такое делали. У нас та же история. У нас была очередь из детей. У нас были такие классные, у нас есть партнеры, классные друзья, ABC Pets. И они вот привели собак спокойных. Эти хозяева собак такие говорят, ну, классный опыт, давайте попробуем. И эти родители говорят, вот у меня ребенок не читает. В чем прикол? Все думают, что ну, какая-то ерунда. На самом деле прикол в том, что иногда ребенок не читает, потому что он столкнулся с осуждением, или, например, учитель, или родитель сказать, что ты ничего такое не можешь, что-то. А собака же не осуждает вас. Она такая радостно сидит, слушает, и вы ей читаете. И вот постоянное чтение заставляет как бы вас втянуться, первое, мне кажется. А второе, самое главное, что вот этот опыт не травмоопасный, как приключение. Он такой, о, прикольно. И он начинает любить это чтение как приключение. И мне кажется, это самое главное. Вы должны понять, вы читаете это не для того, чтобы это круто, не круто, потому что это большое приключение. И вы сами его можете себе подарить. А вместе с нашим Ауылға кітап можете подарить сельским ученикам. Давайте так Эльмира ханым, жалпы сіздің идеяларыңыз, сіздің энергетикаңыз, ол мен ойлаймын, мына камераның сыртынан да біздің көрермендерге жетті деп. Өйткені айтып отқан нәрсеміз бәрін бір бөлек талқылау керек. Ол сіздің идеяларыңызға біздің хром жетпейді. Сондықтан бүгінгі бағдарламаға келіп ойыңызбен бөліскеніңізге үлкен рахмет. Алдағы уақытта жобаларыңызға сәттілік, және мен де өз тарапымнан жобаңызға қатысам деп, жалпы мына X элементтің дамуына үлесімізді қосамыз деп ойлаймыз. Үлкен рахмет сізге. Құрметті көрермендер, кітап оқыған міндет емес, кітап оқыған қызық. Көбірек оқып тұрыңыздар. Рахмет. Рахмет сізге. Мыңда бір рахмет. Жақсы.